Но сегодня у меня сердце тревожно сжимается за то, что нас ждет впереди. Ну вот, отметили, и вы сами чувствуете, на себе чувствуете, и мы видим, что спад в партийной работе у нас, мне кажется, не только от того, что мы где-то слабину даем, а похоже, что 30 лет антисоветской пропаганды дают свои плоды. Это мне так кажется. Вы смотрите, что происходит. Массовый побег молодежи из страны. И тут же наш президент ораторствует о патриотизме, о русском мире. А разрушили что? А разрушили советский мир, социалистический мир. Именно в нем была сила и воля народов, победивших фашизм. Сегодня говорят, что вот фашизм мы не добили, наши предки. Я вот иногда проскакивает такой публицистики. А я считаю, нет. Мы добили его. Мы добили фашизм в его гнезде. Берлин был взят советскими войсками. Но опять-таки надо вспомнить опять гениальных наших вождей, основоположников социализма нашего государства, Ленина, Сталина, которые утверждали, что пока существует капитализм, войны, кровь и пламя неизбежны для человечества. И сегодня мы то же самое наблюдаем. Что вы думаете, вот столкновения на Украине, это какие-то вот органически присущие людям, этносам противоречия, что ли? Нет. Это буржуазия возродила фашизм так же, как в 1939 году в свое время поддержали гитлеровские орды, возродили их, чтобы решить свои проблемы. Точно так же сегодня они возродили из ничего, из отсутствующего феномена возродили снова фашизм. А вы что, забыли про скинхедов? А где они были? У нас в России были в начале 2000-х. А кто такие скинхеды? Это те же фашисты? Так ли? Вроде не победивший фашизм, возродили фашизм. Поэтому мы виноваты перед своими предками, перед своими отцами и дедами за то, что позволили снова натравить самые низменные чувства человека, гордыню. Даже в церкви, даже в православии гордыня считается смертным грехом. Возродили, и теперь за это расплачиваются внуки славных победителей фашизма. А кто нами правит? Нами правит человек, вот, говорил же, что он ссылается на идеологию фашизма. Путин, когда говорит о всех своих сегодняшних достижениях. А как может быть консолидация, как может быть взаимодействие между, как говорится, олигархом и рабочим человеком? Не может быть в принципе такой консолидации. Вот и за 30 лет воспитанного пофигизма, воспитанного, значит, вот жульнического такого подхода к жизни, к рвачеству, и часть молодежи бросилась в бега с тем, чтобы не участвовать вот в этих вот делах. Встает вопрос, как нам быть? И мне кажется, что вот твердая принципиальная позиция Коммунистической партии Российской Федерации, нашего лидера Геннадия Андреевича Зюганова, многим пришлось не по нутру, тем уже, кто за 30 лет перевоспитался. Именно поэтому при всех наших усилиях, наверное, мы наблюдаем спад в нашей работе. Это же гигантская машина идеологическая, которую, значит, создали с помощью своих пропагандонов действующая власть, давит, влияет на мозги.
и все становится, как говорится, с ног на голову. А тот человек, который обвинял, что в советское время выпускали только калоши, которые продавали африканцам, чтоб ноги песок не жег, юморист нашелся, вновь появившийся. Вообще в мире сегодня странами правят одни артисты, юмористы и хохмачи. А кто сказал, что истребитель 5-го поколения Су-57, он ведь был запущен в небо, первый экземпляр в 90-м году, в советское время, советская разработка, советская техника. А вспомните Сахарова, перед тем, как он поддался этим идеологиям. Он же предлагал Соединенные Штаты Америки во времена Карибского кризиса, то есть после этого уже тоже обострение было, уничтожить чем? Посейдоном, который сегодня выдается как за супероружие. То есть опять советская разработка. А все эти «Катюши», все эти ураганы, все это советская разработка. Где наши последние достижения? А ничего, мы сегодня, оказывается, почти на 80% в авиастроении, значит, используем зарубежные элементы. Уничтожили собственную техническую интеллигенцию, уничтожили собственный военный. Вы представляете, сегодня мы с вами собираем на войну наших детей и внуков, собирая им амуницию. Это как понимать? Ведь у нас в советское время была армия в количестве 3 миллионов человек. Сейчас 1,5 миллиона было до военных действий. И куда все делось? Кто растащил, кто разворовал. А чем занимается? Да еще до Шойгу там постарались. Типа Табуреткина и прочее, и так далее. А Васильева, которая главный был этот финансист в армии, ей вернули 2 чемодана драгоценностей, которые первоначально изъяли. 2 чемодана. А заказчика освободили? Да. Чубайс сейчас спокойно, значит, проживает. Поэтому, дорогие друзья, несмотря ни на что, даже при этой ситуации мы должны это понимать и должны это в своей работе использовать, что Родина – это не власть. Власть может быть разной. Родина – это как в той песне, тропинка – это соседи добрые, это родная кровь, где ты родился, где ты впервые полюбил, вот где Родина. А власть – это как мы с вами решим. Поэтому Родину надо защищать. Отбросить в сторону все сомнения. Мы должны защитить Родину, спасти Родину и еще раз убрать фашизм с планеты Земля и решить со своей властью. Вот для этого нам нужны силы. Для этого нам нужно понимание. Для этого нужен наш весь огромнейший опыт великих наших предков, великих наших руководителей. Вот я желаю, чтобы, несмотря на то, что здесь мы в основном все люди старшего поколения, чтобы хватило у нас сил и воли, чтобы дожить до того времени, когда плотно, стройными рядами за нами пойдет наша молодежь, которой мы сумеем объяснить, что такое жизнь, что такое советский мир, что такое советский народ. Спасибо.